Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугу». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Поехали. Я рада представить гостя нашей студии. Андрей Вегеринский, юрист, заступник директора громадського об'єднання «Публичный аудит». Вітаю вас. Это было до 2016 года, так что это уже не актуально. Вы у нас политичный эксперт. Юрист. Да, можно так. Смотрите, начнем мы с вами нашу беседу, к сожалению, с такой новости. Вы знаете, на территории временно оккупированного Крыма недавно, 31 августа, прошли обыски в домах крымских татар, очередные облавы. Об этом сообщила Крымская солидарность. Обыски прошли в селе Разливы Нижнегорского района в доме журналиста Крымской солидарности Айдера Кадырова, в поселке Советский в доме Энвера Топче, в Судаке силовики пришли к активисту Муэдзину мечети Ридвану Умерову, в Солнечной долине к активисту Айдеру Аблякимову. Всех 4 крымских татар задержали и отвезли в управление ФСБ в Симферополе. Ночью их отпустили под подписку о невыезде. Мы пытались с ними связаться, однако в связи с тем, что они сейчас находятся под следствием, комментарии пока что давать не могут, но мы попытаемся связаться с адвокатом одного из задержанных и узнать о состоянии крымских татар, как они, собственно, планируют развивать стратегию защиты задержанных и подозреваемых крымских татар. Ну, для начала, как вы думаете, что это? Очередная волна репрессий, с чем это связано? Вы знаете, если мы хотя бы минимально владели с вами информацией по поводу фабулы производства, в пределах которого было выписано постановление о проведении обыска, и, соответственно, он проведен, то, наверное, мы могли бы с вами немножко гадать по поводу того, с чем это связано. Если брать просто по этническому происхождению, что это крымские татары, то, наверное, Российская Федерация остается, и ее спецслужбы, которые действуют на территории оккупированного Крыма, остаются верны своей политике, которая связана все-таки с этническими национальными чистками. Ну, ни больше, ни меньше. Если вот именно по такому принципу идти. Возможно, официальная версия следствия будет немножко другая. Ну, она невозможна, она вероятнее всего будет немножко другая, потому что они не могут себе позволить официальных заявлений, связанных с тем, что они преследуют именно представителей коренного населения Крыма. Да? Они, скорее всего, будут вязать это либо к подготовке какой-то преступной деятельности, либо участие в преступной деятельности, которая подрывает какие-то их фундаментальные базисные вещи в Российской Федерации. А до каких пор это будет продолжаться? Оно не имеет пор или временных каких-то границ. Оно будет продолжаться ровно столько, сколько будет необходимо для того, чтобы, в принципе, подавить любые другие точки зрения и мысли, которые существуют по поводу будущего Крыма на территории Автономной Республики Крым. И в этой возможности, к сожалению, Российскую Федерацию, не может, как мы сейчас с вами видим, не может ограничить никто. Ни Украина, ну тут даже вопрос не столько к Украине, сколько к международному сообществу. Они могут взывать, они могут просить, они могут писать петиции, голосовать, обсуждать, но это история, которая называется символизм, а другая ситуация — это практическое применение закона и практическое использование всех рычагов физического воздействия и принуждения по отношению к определенным людям. И в этих рычагах Российская Федерация не ограничена от слова совсем. Это наша территория, это наши граждане. Да. Но мы себя не ведем как хозяева. К сожалению, мы не имеем доступа на территорию временно оккупированного Крыма. Так что еще может делать Украина сегодня, чтобы защищать своих граждан на территории Крыма? Институции здесь, которые работают, постоянное представительство президента в Автономной Республике Крым, другие структуры. Что мы можем делать практически, чтобы решать этот вопрос? Практически ничего. Символически много. Если я объясню просто то, о чем веду речь в части практической. Для того, чтобы что-то практически делать, нужно находиться непосредственно на той территории, на которой осуществляются преступные или незаконные действия. Мы там физически, с точки зрения наших институций, не находимся. Вы абсолютно верно подметили, что постоянный представитель президента, он же находится не в Крыму, он находится на суверенной территории страны. В силу чего? В силу того, что Крым незаконно аннексирован. Точка. Все остальное, соответственно, это символический жест. Мы можем ноты писать представительству Российской Федерации, мы можем обращаться в Европейский суд по правам человека, мы можем поднимать этот вопрос на уровне международного обсуждения в Организации Объединенных Наций и так дальше. Мы можем в парламенте с этого начинать каждый день
и каждый раз договариваться о том, что нужно проголосовать постановление и обратиться к международному сообществу по поводу выполнения ими каких-то контрольных функций по обеспечению равного доступа и равных прав всех граждан, вне зависимости от территории, на которой они находятся. Это практический или это символический шаг? Что символический? Нужно его выполнять? Наверное, нужно. Потому что если мы этого делать не будем, то и международное сообщество, скорее всего, но будет довольно-таки мягко скажем так, на это реагировать. Но это не более чем Ну, а обсуждение. информационно мы достаточно сегодня делаем? Информационно для кого? Внутренняя аудитория. Я не считаю, что внутренняя аудитория, можно говорить, что этот вопрос достаточно либо недостаточно. Внутренняя аудитория суверенной страны, она на сегодня не влияет на ситуацию по факту. Мы можем с вами сколько угодно обсуждать это в эфире, мы можем читать новости об этом, но мы фактически беспомощны в этой части. То есть мы будем сопереживать нашим согражданам, да? Мы будем так или иначе разделять их боль, мы будем понимать, что там происходят незаконные действия, но на их статус и на их положение это на территории АР Крым не повлияет. Предлагаю подключить к нашей беседе Лютфе Зудиеву из временно оккупированного Крыма, которая с нами сейчас на прямой связи, правозащитница. Лютфе Ханум, селям алейкум. Лютфе Ханум, да, как чувствуют себя ребята, задержанные, вот подозреваемые, которых подозревают оккупанты там по 205 статье, если я не ошибаюсь, да, там статья о недонесении какой-то информации. Как они себя сейчас чувствуют? Ваша последняя информация. Ну, нужно говорить о том, что сейчас все 4 задержанных вчера крымских татар находятся у себя дома. Они были отпущены под подписку о невыезде. Всем вменяется статья 205.6. И в отношении них продолжают проводить следственные мероприятия. Угу. Что вы знаете об обысках? Как прошли обыски в домах задержанных крымских татар? Нарушались ли следственно-правовые нормы? Обыски начали проводиться в районе 6 часов утра одновременно в 3 районах Крыма: Советский, Нижнегорский и Судаковский район. Проводились с грубым нарушением процессуальных норм. Во-первых, нигде не были допущены адвокаты. Во-вторых, родственникам не оставляли копии постановлений на проведение данных действий, не сообщали, куда их доставляют, и практически до половины 6-го вечера родственники находились в таком состоянии дезинформации, когда с одной стороны они видели, потому что следовали за машинами силовых структур до Симферополя, видели, что их детей завезли в здание управления ФСБ, но при этом на проходной отрицали, что люди с такими данными находятся у силовых структур. И уже когда огласка достаточно такая широкая появилась ближе к вечеру вокруг того, что действительно эти люди находятся там, есть фактические доказательства, вышли на контакт с адвокатами, представители спецслужб, и сказали, что будут по очереди допускать их. Но с допуском адвокатов тоже были очень грубые нарушения, потому что не могут с человеком проводить какие-либо следственные мероприятия в отсутствие адвоката по соглашению или хотя бы государственного адвоката. Ребята находились в компании спецслужб практически 10 часов без юридической консультации. И все это время на них оказывалось давление, чтобы они оговорили себя, признались в том, что они не донесли на некого гражданина Узбекистана, который выехал на территорию Ближнего Востока, и вот у них была какая-то за 15-й год переписка, и эти люди якобы вот стали теперь обвиняемыми из-за того, что они не сообщили органам ФСБ об этом. Не пытались ли оккупанты склонить их к сотрудничеству с ФСБ либо с другими силовыми структурами? Я думаю, что здесь вообще была такая
абсолютно прагматическая ходка, скажем так, мы это так называем, вот среди активистов и правозащитников. Во-первых, это новая категория дел 205.6. По такой статье очень мало дел в Крыму. Вот первое было возбуждено около 2 лет назад. И после этого мы не слышали, чтобы вот прям активно кого-то привлекали именно по этой статье. А здесь сразу 4 человека привлекли. И мы думаем, что это вот просто попытка отработать новую статью на крымских татарах, которая вовлекает гораздо большую аудиторию, чем статья 205.5, потому что по 205 статье следствию нужно собрать какие-то хотя бы формальные доказательства, что там люди участвовали в каких-то экстремистских, в кавычках, или террористических объединениях, то по 205.6 любой человек, который по логике следствия не нажаловался на Меджлис крымско-татарского народа, который по законам Российской Федерации сейчас признан экстремистской организацией, на члена Хизб ут-Тахрир, который по законам Российской Федерации считается террористической организацией. То есть абсолютно любой человек в Крыму сегодня может быть привлечен по этой статье и стать обвиняемым. А санкция этой статьи предусматривает огромный штраф или срок заключения до года в тюрьме. Ну, то есть вы понимаете, что это тоже способ давления на, скажем так, и такого уже не мягкого, а такого достаточно серьезного психологического давления на людей в Крыму, которые оказывают помощь семьям политзаключенных, людям, которые преследуются в рамках террористического или экстремистского законодательства Российской Федерации. И вот чтобы эту эмпатию каким-то образом пресечь, вот мне кажется, сейчас пытаются таким образом воздействовать на чувства людей. Лютвет Ханум, как вы считаете, что может здесь сегодня делать официальный Киев для защиты прав своих граждан на территории временно оккупированного Крыма? Думаю, что необходима последовательная и системная работа и государственных органов, и гражданского общества в Украине, потому что, на мой взгляд, информационная поддержка все-таки страдает. И вот сейчас в эфире звучала такая мысль, что для внутренней аудитории это может быть полезно, но это не решает каким-то образом и не влияет на ситуацию. Я немножечко, наверное, не соглашусь и смотрю иначе, потому что мне кажется, что вообще осмысление крымско-татарского вопроса внутри украинского общества еще такое достаточно неполное. То есть есть дискуссии внутри Украины о том, как они относятся к крымским татарам. Есть вокруг 2014 года и того, какую позицию должны были занять крымские татары. То есть вот в информационном плане огромный пласт работы для того, чтобы объяснять это, общаться с обществом, проговаривать это. И когда внутри общества Украины будет такая же эмпатия к тем процессам, которые происходят сейчас на территории Крыма, которые уже многие люди чувствуют для себя отчужденным, потому что они смирились с мыслью, что ничего сделать нельзя. А вот когда будет эта эмпатия, тогда будут и какие-то акции, и пикеты, и любые формы какой-то информационной поддержки, и, соответственно, трансляция вот этой позиции сильной внутри украинского общества, она будет чувствоваться и за пределами Украины в том числе, потому что о преследованиях будут говорить не только жертвы, а в данном случае импульс о преследовании крымских татар, он подается из Крыма, да, то есть когда люди, которых преследуют, по сути, пытаются вот рассказывать об этих преследованиях, да, а когда это преследование станет обсуждаемым в каждом городе Украины, и когда общество Украины осознает, что это тоже часть
украинского общества, за которую нужно бороться и при этом прилагать все усилия не только на уровне государственных институтов, но и на уровне гражданского общества. Çok sağ olunuz. Лютфе Зудиева, правозащитница, была с нами на прямой связи. Андрей, вот мы говорили с вами до этого про международные организации. Вы знаете, недавно председатель Совета безопасности Организации Объединенных Наций опубликовал доклад работы Совета безопасности ООН за 2019 год, где, кстати, говорится и об Украине. И там сообщается, что Минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе. Говорится о нарушении прав человека на территории временно оккупированного Крыма. И это не первый и не последний доклад, а толку? Ну, это как раз, наверное, к разговору и к тезису, который прозвучал. Да? Обсуждение есть, а реального воздействия нет. И поэтому, ну, тут это же международная площадка, официальный документ, доклад Организации Объединенных Наций. А какие страны-участники Организации Объединенных Наций применяют рычаги воздействия, инструментарий, которым владеют для того, чтобы эту ситуацию исправить? Ну, мы говорим о санкционном давлении на Российскую Федерацию. Да плевать. Любой. Хотите можете санкции ввести? Вводите. Есть у вас перечень лиц. Ну, если это сотрудники ФСБ, у вас есть разведки в каждой стране, вы можете спокойно установить перечень этих лиц, их родственников, ограничить их, считая возможность управления активами, выезды за границу, в том числе вносить в санкционные списки судей, которые принимают незаконные решения, взять руководство ФСБ под санкции, внедрить, ну, членов их семей, бизнес-партнеров. Пожалуйста, делайте. Вы этого не делаете. Почему мир этого не делает? От того, что неправильно, наверное, сказать, что они вообще ничего не делают. Санкционное какое-то давление все же есть на Россию. Смотрите, они делают ровно столько, чтобы мы с вами тут, сидя, не обвиняли их прямо в том, что они заняли пассивную позицию. То есть формально мы санкции же ввели, мы же их не снимаем, Крым остается аннексированным, да, никто же не снимает в связи с этим санкции. Нет, но ущемляются же права людей. Ну да, и торговать продолжают. Ну и торговать продолжают. И поэтому эта система, при которой вроде бы международное сообщество нас поддерживает, и оно считает достаточным вот эту поддержку. С другой стороны, вот когда мы говорим, ну, правозащитница только что высказывалась по поводу того, что общество демонстрирует эмпатию, да, по отношению к событиям, и необходимо участие больше гражданских организаций и активистов в этом вопросе. А в чем проявляется у нас участие гражданских активистов в позиционировании своих интересов? В том, что они на митинг под офис президента выйдут? Или, может быть, татари, которые находятся по всему миру, начнут немножко пикетировать посольства в тех странах, в которых они находятся? Ну, в том числе в Брюссель выйдут и там митинги проведут. Ну, наверное, это, ну, если это сплоченный народ, который объединяет общее горе, которое есть, наверное, они должны выйти за пределы той страны, от которой сейчас ничего не зависит. Да, и в том числе принуждать страны Европейского Союза, которые единственные должны обеспечивать нашу безопасность в силу взятых на себя обязательств, ну, по Будапештскому меморандуму и так дальше, да, напомнить им о том, что проблемы существуют не только в Украине, и ваше участие в тех санкциях, которые вы применили, оно недостаточно. Может, таким образом общество гражданское объединится? Я предполагаю. А от того, что под офис президента, под Верховный Совет будут собираться, ну, каким образом это повлияет на позицию иностранцев? Не наших санкций боятся. Ну, какие санкции Украина может нести по отношению к Российской Федерации, которые станут для нее весьма и весьма болезненными? С учетом товарооборота, который у нас есть, никаких. С учетом возможностей Европейского Союза и торговых партнеров, то, наверное, да, но там у нас будет не такие серьезные рычаги. Да вот я вот тоже как-то так думаю, понимаете? То есть акцентировать на том, что власть делает недостаточно, уже, наверное, хватит об этом разговаривать. Власть недостаточно сделала в 2014, в 2015 году для того, чтобы, простите меня, в тот момент, когда еще не укоренилась вертикальная система управления Российской Федерации на территории РК, для того, чтобы его вернуть. Институциональный и юридический строй уже нарушен Российской Федерацией. Да. Мы это видим. И вряд ли что-либо уже будет прежним, учитывая, что Владимир Путин открыл ящик Пандоры и показал, что вот, можно оккупировать территорию, да, есть какие-то санкции, но как бы мы с нигилизмом относимся к международному праву, к международным директивам и так далее. Тогда что остается у мира? У мира остается только время. Время и надежда на вот эти ценности, которые называются справедливость, восторжествует, а тот, кто незаконно был притеснен, будет восстановлен в своих правах. Собственно, это нам и предлагают в международной повестке. Ну, если ее смотреть цинично, а не романтично. То есть сейчас давайте... Но это ведь очень в долгую. Да, так и никто не обещает, что это будет быстро. Я не помню, кто у нас, Турчинов, да, вот недавно восставший из пепла, рассказывал, что сейчас самое время отвоевывать Крым. Ну, пожалуйста, давай. Вот
вчера было 1 сентября. Вчера было 1 сентября, дети пошли в школу. И я понимаю, что дети, которые пошли в школу, да, они родились в 2014 году. Да. То есть они родились в момент оккупации, им исполнилось 6 лет, они Украину не знают. Да, абсолютно верно. Вы мыслите абсолютно правильно. И этот ход мысли, к сожалению, не свойственен большинству наших говорящих голов. Да? Этот же вопрос касается в том числе и Луганска и Донецка, Конечно. и Крыма. Да? То есть люди, которые рождены уже в той структуре, которая выстроена и в Луганске, и в Донецке, и в Крыму, они будут воспитаны в школе, исходя из тех доктрин, которые пропагандистски внедряет Российская Федерация. Школы полностью милитаризированы. Гражданами какой страны они будут себя считать? И я вот думаю, это отнюдь они не будут себя ассоциировать с гражданами Украины. Как следствие, через 10 или 20 лет станет вопрос, что вроде бы сменятся правители в Российской Федерации. Причем даже это не вопрос только Путина. Следующий после него президент будет так или иначе представитель номенклатуры Путина, потому что будут оставаться все-таки стойкие экономические связи и привязки к тем людей спецслужб, которых он сделал миллионерами. Ну, допустим, через еще 10 лет поменяется ситуация, придет вот истинный либерал в Российскую Федерацию, либо же, допустим, сбудутся прогнозы тех людей, которые любят рассказывать о развале Российской Федерации. И приходит либерал, который говорит: все, я готов вернуть. Кого? Территорию? А если граждане себя называют, простите меня, гражданами Российской Федерации, они захотят вернуться? Что мы тогда будем с ними делать? Тогда получается, что мы, граждан Российской Федерации, будем принуждать натурализироваться и становиться гражданами Украины. Поэтому я говорю, что вопрос, который мир нам предлагает, это называется со временем, когда поменяется конструкция в Российской Федерации, возможно, она сама вам вернет часть полуострова Крым, либо если она теоретически, как любая империя, со временем развалится, то этот полуостров в силу не перейдет к вам. Но я так думаю, что к тому моменту, если этот момент наступит, жители полуострова начнут мыслить о том, что, может, все-таки Турция для них более интересный союзник, нежели Украина. Ну, поэтому от нас очень много зависит от страны Украины, для того, чтобы мы были привлекательны для людей, чтобы они ассоциировали себя именно с нами. Да? Точно так же, как наши граждане едут в Польшу, в Италию, Францию. Они как бы украинцы, но свое будущее они вяжут с этими странами. Да? То, наверное, в пределах границ мы должны показать тот пример, при котором люди задумаются по поводу того, что с Россией им хуже, или в России им хуже. Тогда мы сможем с вами говорить о том, что мы их ментально пытаемся вернуть в страну. А если мы будем продолжать демагогию, риторику, которая так или иначе, она скорее разделяет украинцев, нежели объединяет их, потому что все, что находится в нашей политической внутренней кухне, при правильной подаче, а я думаю, что Российская Федерация обеспечивает правильную подачу информационной повестки, оно скорее отталкивает людей от мысли о том, что можно вернуться в Украину. Тем более, что Россия не дремлет. И да, их атаки продолжаются. Вот вчера в Facebook бывшего псевдопрокурора Крыма Натальи Поклонской появился пост, где она утверждает, что структуры ООН якобы признали ее статус представителя Крыма и предложили сотрудничество по возобновлению туда подачи воды. Давайте послушаем квинтэссенцию того, что она писала на своем Facebook. Приємно здивована конструктивною реакцією управління Верховного комісара ООН із прав людини на моє звернення щодо порушення українською стороною прав людини у Криму у зв'язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води. Важливо те, що мій статус як представника кримчан у парламенті Росії визнала така впливова міжнародна організація. В Министерстве иностранных дел Украины уже опровергли заявление сепаратистки о будущем сотрудничестве с ООН по возобновлению подачи воды во временно оккупированный Крым. Реакция МИДа не заставила себя долго ждать. Замглавы ведомства имени Джапар опровергла заявление пособницы оккупантов, заявив, что та выдает за желаемое за действительное. Давайте послушаем эту цитату. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Что это? Как вы прокомментируете? Поклонская пытается давить на Украину, апеллируя к структурам ООН или Нет, что? это форма пропаганды, адресованная внутренней аудитории Российской Федерации, ни больше, ни меньше. Ну, во-первых,
форма толкования того, что произошло, я так понимаю, что она письмо какое-то написала в ООН, да? Да, она написала И в силу того, что ООН его приняла, то она считает, что ее признали как депутата российского парламента, да? Ну, это искаженная логика в силу того, что, а как его должны были вернуть, как человеку, который не является вообще физическим лицом? Ну, это глупость. Поэтому это просто толкование реальности под свою необходимую ей внутреннюю повестку и более, скорее, необходимую пропагандистам российским повестку, которая касается того, что это первый шаг к признанию Крыма России. Ну, она написала действительно письмо, и в ООН ей ответили. А ответили ей следующее. Верховный комиссар получила письмо от Натальи Поклонской, заместителя председателя комитета по международным делам Госдумы России, в котором выражается обеспокоенность по поводу доступа к воде Автономной Республики Крым и городе Севастополь, временно оккупированных Российской Федерацией. Это очень важно. В связи с отсутствием доступа ВКПЧ в Крыму наш директор отдела полевых операций и технического сотрудничества ответил Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. Позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюциях. Тут перечисляются резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и так далее. Но, тем не менее, почему ООН вообще реагирует и отвечает сепаратистам? Зачем? Ну, а как он должна была не принять и в урну выбросить? Проигнорировать? Это же сепаратист. Подождите. Этот сепаратист, во-первых, является так или иначе физическим лицом, который обращается к официальному органу. Официальный орган рассмотрел ту часть, которая касается оккупации, не признал и указал на то, что обращайтесь. Вы как, она в первую очередь считается, насколько я понимаю, хотя я думаю, что в ООН к этому не особо люди обращали внимание, с точки зрения украинского законодательства мы ее рассматриваем как гражданина Украины. Ее и направили в институции в Украине, которые относятся соответствующие полномочия. А то, что она факт вступления Организации Объединенных Наций с ней в переписку толкует как форму легитимации ее как представителя парламента Российской Федерации, ну это ее право. На статус Крыма это не влияет. Ну, то, что Поклонская врет, это понятно. Не, она манипулирует. Она манипулирует, да. Использует факт наличия переписки в своих интересах. Она манипулирует информацией, не больше. Ну, тут она не врет. Манипулирует. Да. И нам всем известно, что ООН давно уже определились со своей позицией относительно территориальной целостности Украины, относительно Крыма, да, и тут даже говорить не о чем. Но не кажется ли вам, что вот это ее заявление больше тест на внутреннего потребителя, когда сейчас мы сможем увидеть, как некоторые лица будут раскачивать тему о гуманитарной якобы какой-то катастрофе на территории временно оккупированного Крыма и будут говорить о том, что вот в Крым нужно подавать воду. Я не считаю, что этот дискурс вообще имеет право на жизнь. Есть люди, которые научно обосновали то, что подача воды — это не в интересах граждан, а в интересах промышленных объектов. Соответственно, тех водных ресурсов, которые есть в Крыму, для обеспечения населения достаточно. То есть гуманитарной катастрофы в Крыму нет, в принципе. Гуманитарная катастрофа может возникнуть в случае, если власти Крыма будут использовать тот водный ресурс, который есть на полуострове, в интересах промышленности, а не в интересах населения. Плюс статус временно оккупированной территории, он обязывает страну, которая ее оккупирует, обеспечивать надлежащие условия жизни для того населения, которое находится на этой территории. Это аксиомы, которые установлены, и диалога или дискуссии здесь быть не может. Могут быть пропагандистские спичи, такие, как использует госпожа Поклонская, но, к сожалению или к счастью, мы живем с вами в том обществе, в котором еще пока замыслие не наказывают. Давайте перейдем к Верховной Раде Украины. Вы знаете, вчера она начала свою работу, и уже очередной скандал. Вчера народный депутат Гео Лерос, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот покрывает коррупцию в стране, а его глава офиса Андрей Ермак и вовсе агент российских спецслужб, сказал Лерос, выступая с трибуны Верховной Рады України. Далее его прямая речь. Зеленський декларував, здача національних інтересів не може бути предметом жодних перемовин. Сьогодні це звучить як знущання, коли Офіс президента очолює пан Єрмак, агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду.
А вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорит, что президент Владимир Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить нардепа Гео Лероса. Это сделали якобы после нарушения Леросом негласных соглашений. Ну а с нами сейчас народный депутат Украины, уже бывший нардеп из фракции «Слуга народа» Гео Лерос. Давайте его поприветствуем. Гео, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вас исключили из фракции «Слуга народа». Вы рады? Ну, я остаюсь народным депутатом, поэтому тут тяжело сказать, испытываю я радость или разочарование, но это их выбор. Выбор фракции, выбор президента и офиса президента. Угу. Ну а вы ожидали такого результата? Безусловно, мы видим, что президент Украины, офис президента, они полностью не приемлят любое инакомыслие и всячески пытаются его наказать. Более того, я хотел бы, если можно прокомментировать то, что вы процитировали Давида Арахамию с его сегодняшним заявлением. Буквально 2 часа назад я его встретил в лифте комитета Садового 3А. Мы вышли на 10-м этаже. И он пошел на попятную и извинился мне по пунктам, которые он сегодня утром вышел и заявил перед камерами. Поэтому очевидно, что либо Давид Арахамия является патологическим лгуном, либо он делает некорректное заявление, у него где-то, видимо, в кармане срабатывает генератор случайных заявлений. Потому что перед камерами он заявил, что перед моим выступлением он со мной разговаривал, он видел текст выступления, и третье, президент ему не звонил. Согласно всех 3 пунктов, он передо мной извинился и сказал: да, прости, виноват, неправильно выразился. Ну, Зеленский, комментируя ситуацию с вами, сказал, что он не давал каких-либо поручений вас исключать из фракции, и сказал, что не может быть у него какой-либо реакции по отношению к коррупционерам и предателям этой страны. То есть он недвузначно сказал, что вы коррупционер и предатель. Что скажете? Я полчаса назад отправил депутатское обращение в национальную полицию с просьбой открыть уголовное дело по факту дачи взятки или получения взятки, с просьбой допросить президента Украины в этом уголовном деле. Мы уже видим, что президент Украины превратился не в президента, а в генератора каких-то заявлений, который оскорбляет направо-налево людей и не занимается тем, что должен заниматься гарант Конституции. А это представлять и защищать интересы украинцев. Вот слушайте, у меня возникает такой вопрос, и, по-моему, он очень логичный. Вы постоянно критиковали Андрея Ермака, вы продолжаете критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Естественно, да, если говорить о критике, особенно если это касается президента, то всегда есть за что, и даже если нет, то всегда можно найти за что критиковать. Но, тем не менее, вы ждали, чтобы вас исключили из фракции. Почему вы сами не вышли? Почему сами не сложили мандат? Боялись его потерять? На первую часть вопроса отвечу относительно критики. Я предоставил уйму фактов, согласно которым уже открыто не одно уголовное дело, фактов коррупции представителей офиса президента, в частности Андрея Ермака. То, как он покрывает коррупцию в городе Киева, как у него есть смотрящая, как он через своего кума Тищенко распределяет городские бюджеты. Я об этом говорю не 1 месяц. Относительно 2 пункта, почему я не вышел с фракции, потому что фракция — это предвыборная кампания и обещание. И согласно всех пунктов, которые мы декларировали, которые фракция «Слуга народа» тогда декларировала, полностью соответствую этим пунктам. И выйти из фракции — это просто обмануть или подвести своих избирателей, что я просто сдался и ушел. Поэтому это неприемлемо было. Ну, фактически сегодня «Слуга народа» помогла вам не потерять мандат. Я не согласен. Я остался народным депутатом. Речь же не идет о том, что кто-то теряет, не теряет мандаты. Речь идет о том, что есть все-таки принципы, которые должны быть у народного депутата. То есть, если бы вас не исключили из фракции «Слуга народа», вы бы продолжали находиться там, критиковать Ермака, Зеленского и так далее, правильно? Вы пытаетесь нивелировать эту всю историю относительно критики, превратить Нет, это нисколько. просто в какой-то спич, там, кого-то и так далее.
Когда я говорю, что господин Ермак занимается собеседованием и назначает своих людей по всем направлениям, и потом эти люди становятся замами министра, становятся первыми замами генерального прокурора, это становятся прокурорами Киева, когда люди коллетника времен Януковича на таможню назначаются, потому что есть договорняк с Ермаком. Это уже не конфликт, это государственные интересы. И то, что сейчас происходит в офисе президента, за что несет персональную ответственность президент Украины, это разбирается по кирпичикам все государственные институции. Скажите, чем вы планируете заниматься в 4-й сессии Верховной Рады Украины? Планируете ли вы объединяться с другими депутатскими группами в парламенте? Я не планирую пока объединяться ни с какими депутатскими группами фракции. Сегодня во время комитета мы приняли мой законопроект, который я разрабатывал на протяжении 8 месяцев в гуманитарном комитете. Планирую заниматься также ту цель, которую я поставил, это связано с реформированием культурного сектора. И точно так же планирую дальше отстаивать свою позицию по отношению к режиму Зеленского. Вот уже почти год, да, работая новой сессии Верховной Рады Украины, нового созыва. Что вы, как народный депутат Украины, как законодатель, сделали за время вашей работы в парламенте для нашей страны, для Крыма? Все-таки мы крымско-татарский телеканал, поэтому я больше спрашиваю про Крым. У меня есть публичная позиция, которая немаловажную роль сыграла в том, как Ермак сдавал наши национальные интересы в Минске, подставляя всю страну. И благодаря вот этой какой-то группе, которая была в «Слуге народа», когда мы публично начали заявлять о наших красных линиях, о подаче воды в Крым, о подписании, о том, что нужно садиться в переговорную группу с боевиками, мы не дали этому состояться. Я считаю это большой победой. Спасибо большое. Гео Лерос, народный депутат Украины, был с нами на прямой связи. Андрей, что скажете относительно всей ситуации, которая сложилась вокруг конфликта между президентом Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком и народным депутатом Гео Лерос? Ну, мне кажется, что народному депутату, наверное, бы хотелось, чтобы все-таки уровень конфликта был именно такой, что с одной стороны он, с другой стороны президент. Но я на самом деле не считаю, что он именно таков. Это раз. Во-вторых, я не считаю, что эта словесная перепалка, она стоит того, чтобы ей уделять значительное внимание. Объясню почему. В фракции «Слух народа» достаточно людей, которые критикуют и то же правительство, и тех же отдельных министров, и ту же систему других органов центральной исполнительной власти, вроде бы за которые они ответственны, как народные депутаты, потому что так или иначе они избирали их. И если с каждым будет происходить словесная перепалка, в свое время это был Поляков, потом Скороход, вот сейчас мы видим Гео Лерос. Но, наверное, это не на пользу стране, раз. Во-вторых, это противоречит тем их же обещаниям «Слух народа», которые стали слугами народа и народными депутатами благодаря господину Зеленскому. Я не говорю сейчас о том, что они должны быть вечно ему за это благодарны. Но вы очень, как бренд «Слуга народа», вы очень верно задавали господину Леросу вопрос. Я понимаю, что этот меморандум был подписан с мажоритарщиками, да, по поводу того, что в случае, если мы, скажем, будем не разделять политику партии, понимая, что проходим мы как мажоритарщики под брендом «Слух народа», то мы сложим с себя полномочия, но я не вижу, собственно говоря, чтобы Скороход или Поляков они сложили с себя полномочия. Точно так же и господин Лерос рассказывает о огромнейшей его победе в Минске, оказывается. Кто бы мог подумать. Ну, вот он подает ее как результат своей деятельности. Я не уменьшаю его заслуг. Но все, чем он запомнился, по-моему, нашему избирателю, это как раз вопрос, который касается Тищенко, который он в преддверии, ну, он озвучивал с трибуны Верховного Совета тот момент, когда Тищенко рассматривался как кандидат в мэры Киева от «Слух народа». И вчера с первого заседания, он, по-моему, одним из первых выступал, да, во время 30 минут, он вспомнился тем, что обвинил во всех смертных грехах, в том числе предательстве интересов страны, господина Ермака. Я не уверен в том, что он предоставил доказательства, либо обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, потому что, мне кажется, наоборот, человек, который является народным публично, депутатом... по крайней мере, таких доказательств предоставлено не было.
Ну а какие публичные доказательства можно рассчитывать получить от политика? Ну, обнародованные списки компаний, которые относятся к перечню тех, которые осуществляют скрутки НДС, наверное, это проще простого сделать, потому что тебе тоже тут доказывать особо ничего не надо. Ты просто даешь коды и название компании. А потом под эти раздачу попадает часть клиентов, юридических лиц, которые на самом деле отнюдь не являются скрутчиками. Ты же за это ответственность не несешь. Ты показываешь просто вот, 5-10 миллиардов скруток, вот вам перечень компаний, а налоговое бездействует. Говорить, если вспоминать дело вагнеровцев, да, которые так или иначе пытаются связать с Ермаком, со службой безопасности, с предательством, но все якобы читается, только прикол весь в том, что народный депутат не может владеть информацией и фактами, и документами по спецоперации, потому что они все находятся под грифом «секретно», либо «совершенно секретно». И разглашение без ведома следствия или органа, который владеет этой информацией, и ее в публичной плоскости является преступлением. Как это было и с пленками Деркача? А пленки Деркача тут другая история, потому что это не является предметом процессуального того или иного дела. Это если мы допускаем с вами, что действительно... Там же речь шла о гостайне, тайне разглашения гостайны. Я вот сейчас говорю о том, что если позиция по поводу вагнеровцев, которые якобы были, причем они... Вот тут я тоже не хочу особо обвинять народного депутата, но если мы противодействуем агрессии Российской Федерации, вторить словам Путина, которые он озвучил в Russia Today, вторить словам Лукашенко, которые говорят, что это американцы и украинцы организовали этот приезд спецслужбистов, наверное, получается, что с одной стороны мы говорим, что Путин все врет в отношении Украины уже несколько лет, да, он искажает реальность. А с другой стороны, получается, что наши патриоты и наши журналисты-патриоты во многом озвучивают тезисы Кремля. Я вот не опираясь на фактические данные, обвиняя спецслужбы, да, обвиняя того же господина Баканова, я понимаю, почему акцент в спиче народных депутатов-критиков акцентируется на Ермаке и Баканове с точки зрения технологий. Я не говорю о том, что они обоснованно критикуются, либо не обоснованно. Понимаю. Это люди, которые являются ближайшим окружением Зеленского. Если Ермак – это человек, который пришел на замену господину Богдану, и сейчас объективно он отвечает за внешнюю политику, то Баканов, как мы понимаем, исходя из того, что он находится в весьма щепетильной должности, которая называется руководитель службы безопасности страны, которая сейчас подвержена агрессии Российской Федерации, да, то, наверное, это человек, которому президент тоже всецело и полностью доверяет. Если ты критикуешь ближайшее окружение президента, ты фактически ставишь его перед выбором по поводу, склоняешь его к мысли, той, что эти люди минусуют твой рейтинг, твою симпатию к тебе, и, соответственно, от них нужно избавиться. Выбивая у президента людей, которые ему близки, которых он доверяет, ты фактически делаешь президента более слабым. Это если с точки зрения технологий. Ради чего это делается? Господин Лерос озвучивает тезис о том, что в интересах Украины. Значит, в интересах Украины он озвучивает свою позицию как народный депутат. Посмотрим, как он будет дальше продолжать выполнять свои обязанности народного депутата в части нормотворчества, в части законодательной деятельности. Я так думаю, что следующие шаги, которые должны быть от этого человека, это не обращение в правоохранительные органы по поводу того, что президента допросили, где он слышал, что господин Лерос получил взятку какую-то, а раскрытие более детальной информации, почему он считает тех или иных лиц должностных предателями Украины. Но так или иначе, все это, раз оно находится в публичной плоскости, оно отнюдь не делает страну сильнее в международном восприятии. Да? Мне кажется так. С учетом того, что мы сильнее не стали ни экономически, ни политически, еще больше добивать нашу репутацию, почему же уже в таком случае не начинать в том числе рассказывать о том, что давайте представителей американских спецслужб будем немножко приобщать к расследованию ситуации. Раз они, со слов господина Путина, были причастны к деятельности вагнеровцев на территории Беларуси, давайте, может, инициируем этот вопрос в Сенате Соединенных Штатов, для полноты расследования и картины. Но пусть нам... Помпео очень мягко, кстати, высказался по этому поводу. Вот так вот, что вся риторика, которая озвучивается Путина, она имеет целью возложить ответственность за ситуацию, за которую ответственность должен нести он, на других. Но он отнюдь не занял позицию о том, что это вранье.
кстати, да? Ну, то есть это дипломатический нормальный ответ, который потушили, что в Соединенных Штатах его не обсуждают. У нас Верховный Совет вчера занимается принятием законодательства, да, которое касается избирательного кодекса, которое касается снижения стоимости электричества для ОСББ. Кстати, это тоже отдельный интересный политический пункт, потому что инициатор за документ — это фактически оппонент «Слух народа» во время выборов в Киевсовет господин Кучеренко. Да? Ну и закон принимает. А в то же время вся общественная повестка, она сконцентрирована на господине Леросе, который, ну, и его полемики с президентом, и, к сожалению, еще и президент во время общения с журналистами подыгрывает и подогревает интерес. Ну, ответь ты просто, фракция решила, я не влияю на решение фракции. Зачем ты используешь слова, которые называются преступник, взяточник и так дальше, предатель, особенно предатель, понимаете? Да, у нас так получается, что один скандал перекрывает другой. Это Недавний ужас. скандал с Витольдом Фокином, который заявил, да, это представитель в украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, и он в своем интервью интернет-ресурсу «Страна.ЮА» заявил, что Донбасс надо наделить особым статусом и провозгласить всеобщую амнистию. Давайте послушаем цитату. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. И офис президента уже открестился от заявления Фокина. Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Далее их цитата. Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины. Политолог из Франции Андрей Шкель с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Витаю навзаєм. Что думаете относительно заявления Витольда Фокина? И вот, как известно, 10 сентября планируется встреча советников лидеров нормандской четверки. Чего ждать? Ну, заява Вітольда Фокіна, це зрозуміло, що це є простий і явний сигнал того, що людина висловлює реально свої власні побажання до діяльності держави і уряду. Тому що він не впливає на цю діяльність вже достатньо давно. Ну і зрештою Вітольд Фокін, він не приховує своїх симпатій до Росії, до російського світу, до того, щоб він тоді свого часу вже коментував щодо Криму, бо він вважає, що якщо б Крим не забрала Росія, то забрала б Крим Сполучені Штати Америки. Тому ну, це людина, яка є справді одіозною. Чому вона опинилася в ТГК, це треба запитати тих, хто її туди скерував. Чи це було зроблено прохання пана Кравчука, чи це було прийнято рішення в Офісі Президента, це вже треба питатися у них. Що в світі з приводу цього? Ну, звичайно, ця заява буде непоміченою, тому що світ не слідкує за окремими постатями в українській політиці. Він слідкує чи сприймає українську політику як таку. Тобто, що робить Україна, які кроки були здійснені, коментується в рамках мінського формату і нормандського формату ситуація щодо припинення вогню на лінії розмежування. Чи довго це протриває, чи це пов'язано з Білорусією, чи ні, в який спосіб реагувати на події в Україні після того, як сталося в Білорусі, і Путін виступив із заявою, що вже готові якісь резерви бойові для розгортання в Білорусі в випадку того, ну, правоохоронці, звичайно, в випадку того, коли будуть захоплені державні будинки чи адміністрації. До речі, Франція, якщо говорити вже про неї, відреагувала дуже цікаво. Було оприлюднена інформація про затримання непересічного шпигуна, полковника французької армії, який працює, який служить на базі НАТО від Франції і Італії. І про це повідомив не просто хто-небудь, так, а міністр оборони Франції.
Про арешт полковника, який співпрацював на російську розвідку, ФСБ, був завербований. Це чітко півроку його вели і слідкували за його контактами, арештували, відправили в тюрму і оприлюднили це зараз з такої високої трибуни. Що це свідчить? Це свідчить про те, що Франція дає, ну, якщо не ляпас, то такий дуже промовистий сигнал не сприйняття дій Москви як загалом в світі, так і в Україні, і головне, звичайно, в Білорусі, і щодо отруєння Навального. Тобто зараз, скажімо так, бекграунд політичної діяльності Росії в Європі змінився. Тобто, якщо раніше не звертали уваги, що там за спиною Путіна відбувається, ну от він і є, та й все. А от зараз звернули, і ця реакція була достатньо жорсткою, як на Францію. Вот вы упомянули протесты в Беларуси. Я хотела с вами немного поговорить об этом. В России с заявлением разродился глава МИДа Сергей Лавров, который обвинил Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси, будто в соседней с нами стране работают 200 украинских экстремистов, на что получил жесткий ответ от стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Давайте послушаем министра. Давайте. Не хочеться навіть коментувати цю маячню, але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально 5 тез по темі. Перше. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову. Друге. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі. Третє. Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх фахівців до Білорусі і готова направити їх ще більше. Четверте. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів – це дешевий і програшний трюк. І головне, воістину, як каже прислів'я, злодій кричить «тримайте злодія». Пане Андрей, вот у нас буквально 2 минутки. Вот то, что происходит в Беларуси, на ваш взгляд, является ли национальной революцией? И в случае, если Путин вторгнется в Беларусь, как будет действовать Европейский Союз? Ні, ну якщо це, не дай Бог, станеться, і Путін справді веде, ну навіть не те, що регулярні війська, але регулярні підрозділи, наприклад, Національної гвардії своєї, чи щось такого, чи якісь десантників, чи спецпризначенців, реакція буде дуже жорстка Європейського Союзу. Просто, розумієте, є приказка, що капля точить камінь. Тобто, якщо, на превеликий жаль, наші проблеми, тобто українські проблеми, були тими каплями, які точили камінь, то білоруська проблема може, плюс Навальний, плюс події в Хабаровську, вони можуть бути тою останньою краплею, яка зруйнує цей камінь терпіння Європейського Союзу, камінь такої поблажливості до Путіна і до його оточення, і до Лукашенка зокрема. Тому що якщо попередні інформації з Білорусі сприймалися як, в принципі, можливо, з недовірою, з певною мірою таке вивчення ситуації, то зараз вже це однозначно. Рівень реакції був Європейського Союзу дуже високий, тобто це не просто зібралися міністри закордонних справ, це було рішення голів держав Європейського Союзу щодо підтримки демократії в Білорусі і вимог до Лукашенка припинити насильство. І третє, головне, невизнання виборів в Білорусі. Жодна європейська країна не визнає Лукашенка після того, коли мине його термін попереднього президентства. Не визнає ці вибори як демократичні, ті, що відбулися. Тому реакція буде дуже жорстка. І тут, я думаю, Україна мусить зайняти свою чітку позицію і на міжнародному аспекті. Я думаю, що Україна давно мала приєднатися до Балтійських держав і Польщі у своїй абсолютно одностайній і однозначній позиції підтримки білоруського суспільства. Тому що чи це є революція, це в будь-якому випадку предтеча революції. Це, можливо, в Білорусі відбувається зараз наша українська помаранчева революція. Можливо, це не остаточна зміна влади. Можливо, на зміну Лукашенкові прийде якийсь проросійський Кучма, наприклад. Так? Давайте будемо відверті, Кучма був, є і залишається проросійським налаштованим українським політиком і колишнім подвійним президентом двократним. І якщо говорити про Білорусі, так, можливо, такі зміни відбудуться. І швидше всього, що буде так. Але це не означає, що треба підтримувати іншу сторону, чи тим паче терпіти насилля і наругу над
влади над власними громадянами. Це в жодній демократичній Європі не влазить, якщо Україна хоче залишатися в полі демократичних чинів. Дуже Щоб дякую. опинитися в полі демократичних країн, вона мусить вести з ними спільні дії щодо підтримки Білорусі. Дякую. Андрій Шкіль, політолог, Прошу. був з нами на прямому зв'язку. Андрей, как вы считаете, в случае, если Российская Федерация вторгнется в Беларусь, что будет? Вторгнется? Я не ли? считаю, во-первых, что она вторгнется. Мгм. В этом нет от слова совсем никакой необходимости. Это раз. Я бы все-таки буквально пару слов сказал по поводу Витольда Фокина и его заявления, и позиции Офиса президента. Знаете, наверное, когда человека определяют как одного из топов, да, по представительству в Минском процессе, с ним обсуждается риторика, которая называется «что можно говорить журналистам, чего нельзя», какие сценарии приемлемы, какие неприемлемы. Ну, ты же вводишь человека в курс дела, да? И вот здесь комментарии Ермака по поводу того, что Фокин вникает, они неуместны. Потому что вы человека выбрали, вы должны понимать его убеждения, да? Для того, чтобы толкование не было однозначным. Что позиция Украины, она единственна. И у Кравчука, и у Фокина, и у Ермака, и у Зеленского. Для этого общение с прессой происходит после того, как вы что-то согласовали по результатам встречи в Минске. И вы озвучиваете все единую позицию. Когда у вас Резников озвучивает одно, Фокин другое, Кравчук третье, вы, наоборот, демонстрируете то, что у вас нет единого плана и видения того. Дискоммуникация. Дискоммуникация. Единственное четкое резюме, которое касается высказывания Фокина, и здесь вот как раз политически мудро поступает Аваков, он не касается вопроса, который называется восстановление суверенитета на всей территории, выборов на всей территории. Он идет в пределах ровно той компетенции, которая относится к его ведомству. Это амнистия и преследование уголовные лица, да, которые совершали преступления. Он говорит, позиция не соответствует закону. Четко, понятно, и исходя из полномочий ведомства. Когда Фокин, от которого не зависит принятие законопроектов в Верховном Совете, от которого не зависит проведение выборов, озвучивает одну версию, но он является уполномоченным от президента, а офис президента говорит, нет, ну вы знаете, он уполномочен, но вроде не соображает или соображает неправильно, или не так, как мы, то тогда вопрос, а как вы ему полномочия предоставляли? Ну, поэтому глупо выглядит картина с точки зрения комментария офиса. По поводу Беларуси. На сегодня я не вижу... У нас 3-4 Да, я понимаю. На сегодня я не вижу оснований полагать, что в Беларуси происходит революция в понимании того, которое есть обыденным для украинцев. В Беларуси есть желание свободы от Лукашенко. Это совсем другая история, нежели национальный выбор в пользу либо Российской Федерации, либо Европейский Союз, каким он был у нас. Более того, Европейский Союз не предлагает Беларуси чего-то похожего с тем, что он предлагал Украине. Ну, Белорусам просто надоел Лукашенко? Поначалу он им надоел, ну, потому что это на самом деле во многом философский вопрос, потому что так или иначе вы с властью ассоциируете свое будущее, то есть надежды и ожидания, когда вы ее избираете. Если у вас у власти находится 20 лет человек, который не формирует новую повестку, а поколения меняются, поколения взращиваются новые, они уже не мыслят себя категориями колхозы, государственные предприятия, для них мир открытый, для них свобода информации доступна во всех месседжах, они требуют чего-то более актуального, лидера актуального, который соответствует их требованиям. Соответственно, они свою позицию отразили в волеизъявлении. Если бы результаты волеизъявления в выполнении Лукашенко, я подчеркиваю, были примерно там 53-40 его перевесом, не было бы у него массовых вот этих акций протеста, потому что граждане Беларуси, так как мы видим, у них мирные протесты, предположили бы, что в этот раз мы, наверное, сделали попытку, в следующий раз мы демократическим путем все-таки лидера страны поменяем. Ну вот последовательная ненасильственная борьба может победить авторитарный режим Ни в одном Лукашенко? Нет в мире примера, когда последовательная мирная борьба побеждает авторитарного лидера. Таких примеров Бархатная революция, нет? нет. Абсолютно нет. Там было обострение, там были... плюс. Режим был не очень... И это очень важный момент. Не очень авторитарный режим раз. И второе, международная поддержка. Без международной поддержки, либо без, простите меня, острых атак и кровопролития, физических увечий, любая революция, она не станет успешной.
На сегодня международной поддержки в оппозиционеров нет. То, о чем говорит господин Шкиль, это позиция, которую занял Европейский Союз, Украина ее тоже заняла. Мы абсолютно против любого нарушения избирательных прав граждан на волеизъявление и на смену власти. Поэтому мы призываем, что сделать? Провести перевыборы. Вы сначала сместите человека, который владеет всей полнотой власти по вертикали, плюс финансовым ресурсом, а потом рассказывайте о выборах. Он же абсолютно четко понимает, что свою легитимность в глазах граждан он потерял. Любые выборы – это для него политическая смерть, да, если не говорить уже последующем о преследованиях уголовных. Буквально минутка. Пойдет он на это? Нет, не Что пойдет. будет с Лукашенко? Удастся ли ему сохраниться на посту и как будет действовать Путин? Пока я вижу, что все идет к тому, что Лукашенко останется, но конституционную реформу ему придется провести. Этому соответствуют те слова, которые озвучил Путин. Очень символичное было его интервью. Он посылал сигнал как европейским странам, что не смейте лезть в сферу внешнеполитических интересов и геополитических интересов Российской Федерации. Ну, потому что как только вы об этом подумаете, в принципе, мы сможем помочь государству союзническому, в том числе путем сформированных спецподразделений. Тут он действует абсолютно похоже с тем, как когда-то он принимал участие в сохранении режима Башара Асада. И он, кстати, на месте. И Мадуро в Венесуэле. И Мадуро в том числе. И Мадуро, кстати, тоже на месте. И вот тут возникает вопрос, что так или иначе, если опираться на слова Путина, а фактически свою судьбу Лукашенко уже вручил Путину, Путин озвучивает историю, которая называется «Людей надо услышать». Услышать людей – это теоретически провести конституционную реформу со временем. Конституционная реформа, которая будет заключаться в том, что, ну, допустим, будут проведены внеочередные выборы в парламент при участии политических партий, а не только по мажоритарке. С одной стороны, представители Координационного совета смогут сказать, что мы победили, потому что это и наши требования. Они забудут о том, что Лукашенко уже 2 года рассказывает о конституционной реформе. С другой стороны, лицо сохранят. Андрій Вігірінський, юрист, політичний експерт, був гостем Спасибо. нашої студії. Дуже дякую вам. Ну а мы не прощаемся, прерываемся буквально на несколько минут. Далее в этой студии будет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и участник крымско-татарского национального движения Аснавер Кадыров. Не пропустите, Корушкевич.